Олег Жалдин, пожалуйста, дочка взаимодействует. Здравствуйте, поздравляю вас, ровно 5 лет прошло, да, вчера, 6 июня, как вы выступили с посланием Госсобрания ВТМ. И ровно 5 лет прошло, как решается вопрос автобуса для федерального парка, исторического парка. Я это все понимаю, что это межведомственное взаимодействие, и мне хотелось бы услышать, можно ли заставить министерство работать на результат, а не на то, что они пишут. У нас то мешает, это мешает, регламент не позволяет. И сразу такой вопрос тоже межведомственный. Это летний отдых детей. Прошло 10 лет, как мы встречались по поводу летних лагерей, 5 штук у нас в городе Якутске, где отдыхают дети. Корпуса ни одного не построено. Там все корпуса, где дети живут, 63-го года. Ну это правильно? Поэтому у меня предложение. Можно рассмотреть межведомственный вопрос в рамках «Дети Азии», построить там новые корпуса, и пускай наши гости там отдыхают и наслаждаются природой города Якутска. Спасибо. Олег, но оба вопроса на самом деле не в мой адрес должны звучать. Это же я все-таки сейчас не глава города Якутска. Автобус маршрутный, это точно вопросы не руководства республики. Да? Детские лагеря, которые... Но я-то обращаюсь, потому что они не решают эти вопросы. Так ты говоришь, вопросы. министерство должно решать. Министерство это не должно решать, они должны решать городская администрация. Да? Это раз. Поэтому по адресатам надо четче говорить. Да? Вот, понятно, почему ты так говоришь, но еще раз говорю, что акценты надо ставить четко. Раз, да? Во-вторых, конечно же, автобус мимо исторического парка обязательно должен ходить. Почему? Потому что вот ты в конце уже правильно сказал, у нас же там, кроме парка, крупнейшая школа нашей республики, вот открыта 1 сентября. И, конечно же, там должен быть и автобусный маршрут 100%. Мы с Евгением Николаевичем переговорим, я не думаю, что это такая трагедия. Там, конечно, есть вопросы, вот ты как говоришь, там разворот, вписывается, не вписывается, но это технические вопросы, а то, что большие, очень важные объекты, такие как парк «Россия. Моя история», как школа, которую вот сейчас в квартале Прометей мы построили, как огромная, они, конечно, должны иметь и сообщения на пассажирском транспорте, да, по общему, не вызывает никаких вопросов. Этот вопрос точно решен, который возьмем. Вот. И, надеюсь, 5 лет ждать еще не придется. Спасибо. Да, что касается детских лагерей, сегодня республика строит по проекту государственно-частного партнерства детский лагерь «Полярная звезда» вот, в районе Табаги. Мы его завершим, надеюсь, в следующем году. Большой проект, очень капиталоемкий проект, непростой проект. Вот. И закончим его, дальше будем смотреть. Но по городу Якутску, я здесь тоже, коллеги, надо понимать, мы все деньги республики на город, на столицу бросить не можем, и как кратно увеличили финансирование проекта города Якутска. Вот сейчас город Якутск из республики получает, еще раз говорю, в разы больше, чем когда-либо. Вот. И мы в ближайшие годы должны построить 10 школ. Причем школа здесь в городе Якутске это не школа там на 90 на 100 мест, а как 450, 990 мест, так огромные школы, каждая из которых стоит, там, знаете, уже много больше миллиарда каждая школа. И, безусловно, сегодня для меня это приоритет, это строительство школ по городу Якутске. Вот. Решим эту проблему, будем об этом думать. Так? Но и у города тоже есть свои возможности. Вот. Город далеко не бедный, так, муниципалитет. Вот. Хотя хочет казаться порой таким, что совсем ничего нет, последний себя снимает. Да? Но резервы есть, поэтому по детским лагерям. Идем дальше. Андрей Никифоров, ЕСЯ, главный редактор. Пожалуйста. Добрый день. Сегодня здесь уже говорилось о росте населения в Якутии, а это неразрывно связано с благосостоянием и комфортным проживанием жителей. И в связи с этим в этом году планируется завершить этап расселения жителей из ветхого и аварийного жилья, который признан таковым до 1 января 2017 года. Что будет дальше?
какой период возьмут для расселения, какие объемы предусматриваются, вообще как будет реализовываться эта работа? Спасибо. Спасибо за вопрос, Андрей. Просто я немножко или оговорился, или не договорил. Так? У нас в этом году по городу Якутску будет завершена программа, так? Потому что те дома, которые по городу Якутску были признаны аварийными до 1 января 2017 года, расселяются достаточно быстро, и этим годом мы все расселим. По республике далеко не так. По республике мы последние дома для переселенцев будем сдавать осенью 2025 года, как и планируется по программе федеральной. Потому что объем просто колоссальный. У нас свыше 10% аварийного жилья по стране, который сейчас реализуется в рамках программы, это Якутия. Почти 16%, какие 10, да? Свыше 1 миллиона квадратных метров. Вот. И, конечно, вот, одно дело здесь якутское население, а другое дело вот, в том же Чукурдахе или в Белой горе. Там же тоже огромное количество аварийного жилья, в процентном отношении гораздо больше, чем якутское, например. Так? Но представьте себе, что такое построить новый многоквартирный дом в той же Белой горе. Там целая история на несколько лет. Просто из-за того, что логистика не позволяет это быстро сделать. И, конечно, поэтому это находится на нашем постоянном контроле, работы идут, мы из графика не выходим, все идет по графику в целом, где-то чуть лучше, где-то чуть хуже, но мы очень надеемся, что по окончании вот этой программы, она официально в 2024 году финансирование закрываться, а в 2025 году уже будет фактическое строительство, будет объявлена новая программа, так, федеральная по сносу аварийного жилья. Правда, говорят, что условия там определенным образом поменяются, софинансирование региона вырастет и так далее, но главное для нас, чтобы эта программа продолжалась с поддержкой федерального бюджета. На сегодняшний день у нас в республике за эти годы, после 2017 года, тоже очень большое количество жилья признано уже аварийным, свыше 900 тысяч квадратных метров. Вот, и значительная часть по городу Якутску тоже признаны, как раз вот в этих 900 тысяч признаны аварийными. Поэтому, конечно, эта работа будет идти, продолжаться. Мы верим, что благодаря этой программе еще десятки тысяч людей у нас улучшат свои жилищные условия. Мы, кстати, сейчас не останавливаемся, мы по городу Якутску работу продолжаем в части программ комплексного развития территории. Вот по КВРТ мы по Якутску, тот же 17-й квартал, сейчас он будет, все равно там расселение домов будет продолжаться. Будет идти вперед для того, чтобы мы этот проект такой многострадальный, долгий, но очень нужный людям все-таки реализовать. Спасибо. Идем дальше. Марьяна Тарасова, телеканал Якутия-24. Пожалуйста, ваш вопрос. Добрый день. Алексей Сергеевич, коллеги, у меня вопрос будет по промышленному району. Мы в последнее время публиковали, у себя размещали много материалов касательно развития промышленных районов. Да, я имею в виду заседание правительства, правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока, рассмотрение мастер-плана, проект строительства Новоленской ТЭС, ну и, конечно же, хозактив Авроса. Скажите, пожалуйста, чего ожидать вообще от реализации проектов жителям республики и самим жителям этих районов? Спасибо. Конечно же, мы все должны ожидать, что благодаря реализации этих промышленных проектов жизнь людей в Якутии станет лучше. В первую очередь за счет увеличения налоговой нашей базы, за счет увеличения доходов людей, увеличения занятости людей на высокооплачиваемых специальностях. И мы видим, что это вот как раз и реализуется там, где эти проекты начинают постепенно уже в жизни внедряться. Возьмем тот же Нерюнгри, да, я же помню, 18-й год он был такой весь Нерюнгри, но он уже начал оживать, потому что полный начал уже какие-то проекты реализовывать, но все равно было очень большое неверие. В Вельгу вообще никто не верил в вельгинский проект. Многие думали, что и Кутуголь скорость вот сейчас буквально закроется, Колмар там тоже пойдет, не пойдет. Ну а сегодня некоторые вообще другие, он кипит, там раньше там десятки, если не сотни квартир были выставлялись на продажу, сегодня вообще невозможно ничего купить. Аренда резко выросла.
есть люди приезжают, люди хотят работать, видно, что малый бизнес оживает. Ну, то есть жизнь поменялась в городе благодаря тому, что вот промышленные проекты, которые мы с помощью крупнейших российских компаний там запустили, они начали реализовываться. Никто уже не уходит из крупных компаний. Тот же начал осваивать уже не только угольные месторождения свои, но и железные рудные месторождения. Это вообще-то крупнейший, на мой взгляд, проект промышленный в России, огромный проект, реализованный полностью за счет частного капитала. Комары уже выходят на те показатели, о которых заявлялось. И строят тоже крупнейшие фабрики, открывают новые шахты, порты строят. И вот это показатель того, что будет, если мы будем нормально промышленность развивать. Тот же Мирный взять, сейчас мы уже в этом году начнем работать по строительству рудника Мир Глубокий. Это тоже, еще раз говорю, минимум на 50 лет. Это точно то, что мирным алмазодобыча точно будет. И развитие в этой части. Но кроме этого, вокруг Мирного там и нефть, и газ, и реализация этих проектов тоже, конечно, будет требовать и людей, и определенные серьезные доходы будут поступать в бюджет и района, и города. Поэтому вот именно я считаю, что реализация этих проектов, она позволит и бюджету республики наполняться, и бюджету муниципальных районов, и в целом будет улучшать качество жизни людей. У нас здесь, поверьте мне, перспективы, наверное, одни из самых лучших в нашей стране. Спасибо. Алексей Толстяков, редакция «Столица», пожалуйста. Добрый день, Алексей Сергеевич. Буквально месяц назад приезжал помощник президента страны Орешкин, которому был презентован проект мастер-плана. Также он рекомендовал его немножко доработать, на какой сейчас стадии находится мастер-план Якутска и когда он будет презентован главе государства. Спасибо, Алексей. Максим Станиславович Орешкин, помощник президента, он приезжал с Алексеем Ильичем Чумаковым, министром по развитию Дальнего Востока и Арктики, с командой еще заместителей министра федеральных, работников администрации президента. В республике он поработал 3 дня. 2 дня здесь якутский, 1 день. И, конечно, у него, во-первых, очень высокое мнение о качестве подготовки мастер-плана города Якутска и во-вторых, конечно же, у него очень хорошее впечатление от перспектив развития наших городов. Очень четко видно потенциал и Якутска, и Ненгры, и то, что Якутск себя видит именно как место, где будет реализовываться человеческий капитал якутян, как место развития креативных индустрий, полностью не поддерживается. Конечно, мы и Курту Виталию я ему показывал, и нашу дорожную сеть он смотрел, место строительства Вятского моста, 17-й квартал тоже, мы выезжали, он понял, что и как надо делать, как мы предлагаем. И нас в этом вопросе тоже поддержал, кстати. Вот. Поэтому я считаю, что мастер-план крайне важен. Это же не просто генеральный план, как это раньше было, это в целом документ, который показывает, к чему будет стремиться город, за счет чего он будет развиваться, как будет развиваться экономика, социальная инфраструктура, транспортная инфраструктура. И с этой точки зрения, еще раз говорю, мастер-план города Якутска, он наиболее один из проработанных из всех мастер-планов дальневосточных городов. Я это могу точно сказать, как человек, который хорошо в теме этой находится. И мы очень надеемся, что летом или в начале осени все эти мастер-планы наших городов будут президенту презентованы, защита пройдет, и после этого мы уже получим перспективу, в том числе и финансирование из федерального бюджета, из федеральных, скажем так, крупных институтов развития. И не то, что начнется реализовать, мы на самом деле уже сейчас реализовываем этот проект. И мы уже просто будем понимать, как и дальше будет Якутск в ближайшие несколько лет идти вперед. Вот. Что касается реализации, я вот уже сказал, в этом году мы получаем по решению президента специальные казначейские кредиты в дальневосточные города.
И вот в частности по Якутску мы будем начинать реконструкцию 3 общественных пространств. Это площадь Ленина, это набережная вокруг озера Сайсары, и это набережная имени Романа Михайловича Дмитриева. То есть это вот вдоль дамбы проходит и до площади Победы. Вот эта вся работа уже в этом году должна начаться, в следующем году мы должны закончить. Вот. Ну и объекты уже начнутся там, в том числе и, кстати говоря, по 17 кварталу тоже достаточно серьезную часть средств туда уже направляем на опережающее строительство социальной инфраструктуры. Спасибо. Олег Кулисов, НБК «Сахар». Добрый день, уважаемый Алексей Сергеевич, уважаемые коллеги. Да, вопрос у меня тоже по благоустройству. Вот на днях совершилось голосование за объекты, которые будут благоустроены в следующем году. Хотелось бы знать, за какой объект вы сами проголосовали и когда будут результаты конкурса. Во-первых, я хотел бы поблагодарить 75 тысяч с лишним якутян, которые проголосовали, отдали свой голос за тот или иной проект. Это очень важно, коллеги. Знаете, вот я в Мирном выступал, тоже про это говорил. Мы порой очень много выступаем, пишем, в том числе и вы, вот у нас плохо тут, плохо там, сделать бы это. Но когда власть начинает уже реальные шаги, и в том числе начинает спрашивать у людей, а что бы вы хотели изменить, как бы вы хотели изменить, активность крайне низкая. Я вот сам якутский работал, тоже помню, как мы там приезжали во дворы, хотели с людьми обсудить, что нам менять, как нам менять. Сначала выходило 2 человека, потом чуть больше, да, потом еще больше. Но время-то идет, мы же короткий строительный сезон не можем, и проект запускался. Зато вот когда он уже подходил к концу, выходило человек 50-60 и начиналось. А вот надо было вот здесь заасфальтировать, а вот здесь асфальтировать не надо было, а вот здесь парковку надо было. Тут же находились другие, которые говорят, какая тут парковка, тут детская площадка должна была быть. В общем, там уже вот начиналось настоящее разбирательство. И вот у нас это было где-то, а вот когда вы были, когда мы обсуждали, здесь проекты вывешивали, ну тогда электронного голосования не было, вот мы прямо со слайдами приезжали. Вот. И вот здесь активность жителей, она очень важна. То есть мы же делаем решение о вложении средств. И, конечно, субъективно, может быть, да, но оно очень верно, что мы должны туда вкладываться. Те проекты, которые люди больше всего поддерживают. Вот в Якутске сейчас, если на память мне не изменяет, больше всего людей проголосовало за сквер, где памятник нашему первому герою Советского Союза Федору Попову стоит. Второй набережная озера Щетца, и третье это набережное озеро, которое Тверская сопля. Вот. Ну и понятно, вот они в таком порядке по городу Якутску, по крайней мере, и пойдут. А в районах, если смотреть, например, ну вот я как раз по Удачному и Мирному поехал выступал. В Удачном и Айхале проголосовало на тот момент свыше 80% тех, ну, по плану должны были проголосовать. А в Мирном проголосовало там, знаете, меньше 10%. Ну и понятно, в конечном итоге, где мы должны будем строить объекты этих устройств. При этом потом будут, конечно, в Мирном некоторые товарищи возмущаться, вот у нас ничего не будет. А при этом сами не соучаствуют в этих вопросах. Поэтому это очень такое важное, исключительно важное на самом деле для определения объектов голосования прошло. Вот еще раз, 75 тысяч человек проголосовали, большое им спасибо. Надеюсь, в следующем году будет еще больше людей. Да? Мы сейчас должны будем, межведомственная комиссия наша должна будет, ну, если не ошибаюсь, в августе решение принимать уже. Поэтому в августе выйдет решение уже там, ну, с разбивкой по районам, по объектам, где какие вот эти общественные пространства у нас появятся в 2024 году. Спасибо. Роман Кутуков, пожалуйста, ваш вопрос. Добрый день, тема Ленского моста. Скажите, что сейчас происходит с проектом? Происходит ли вместо Берникова назначен ли ответственный вице-премьер? Спасибо. На сегодняшний день вот у нас что изменилось с последней нашей пресс-конференции?
Во-первых, мост у нас точно в планах пятилетнего Минтранса России есть, в планах Министерства финансов есть. Конечно, средств пока нам стоит мало, да? Но принято принципиальное решение было на наших значимых условиях, что мы сейчас должны переделать проектно-сметную документацию в части оптимизации, скажем так, тех или иных решений, которые не влияют на безопасность самих конструкций. Ну и еще раз прошел научно-технический совет, на котором еще раз, конечно, обсудив все проекты, ведущие мостостроители страны, ученые страны высказались за то, что самым оптимальным на сегодняшний день вариантом является тот вариант, который предложен, вариант Антонова моста. Сегодня по окончанию всех работ, по корректировке проектно-сметной документации, по согласованию с федеральными министерствами, сегодня у нас 7. На прошлой неделе у нас проект моста официально уже пошел на госэкспертизу. Была госэкспертиза федеральная, которая должна окончательно уже дать вердикт по техническим характеристикам моста и по сметной стоимости моста. А ответственный есть новый? Ответственный у нас сейчас назначен Кирилл Евгеньевич Пешков. Спасибо. Идем дальше. Айталина Никифорова, пожалуйста. Тайна пост. Арсений Сергеевич, скучаю по временам вашего мэрства, когда запуска была поскромнее, без легенды Тагында Ханапака, народу поменьше, но зато вопросов можно было задавать неограниченное количество. Вопрос конкретный. Строительство крупнейшего объекта в Якутии, квартала Р в Нерюнгре, затормозилось. Как это отразится на указе социально-экономического развития Нерюнгринского района и вообще какова его дальнейшая судьба? Ну и так, для информации, вчера беседовали с главой ИЕНГРа Юхновцом. Он нас очень благодарил за вмешательство, что разобрались с компанией Титан Автотрейд, которая загрязняла их единственный источник питьевой воды. Но говорит, что и министры приезжали, и куда только не обращались, и только при ручном управлении. Это же тоже неправильно. Когда лично вмешался Александр Николаев, эта проблема как-то решилась, сдвинулась. И вот еще там у них есть проблемы. Но это не вопрос, это просто для информации. 168 лицензий выдали недропользователям на территории их природного природопользования. Но все деньги, они поступают, чуть не сказала, в общак, в общий фонд развития района, да? Вот. Ну и Янка как бы с этих денег практически ничего не видит. Вот. Ну, про квартал Р, вопрос. Спасибо. Так, по кварталу Р никаких задержек у нас не будет. Указ о социально-экономическом развитии Нерюнгри будет реализован в полном мере. Вот. Сегодня задержки есть у Колмара по своим объектам. Они, вы в курсе, они там с подрядчиком ошиблись, хотя мы предупреждали, чтобы все-таки выбирали якутские компании, желательно, если это возможно. Да? Они какие-то, московскую компанию выбрали, она, к сожалению, с поставленными задачами не справилась с точки зрения именно как раз обеспечения надежности строительной конструкции в условиях нашего климата. Да? И сейчас они там пересматривают решение, я уж не знаю, какое они примут, снесут или что-то, какие-то изменения внесут в проект. Но там же в квартале Р строится несколько домов по нашей программе, по республиканской. Стройка идет по аварийному жилью. Там никаких задержек нет, объекты все будут сдаваться. А Колмар обещает, что свои дома они введут до конца следующего года. Вот, у меня основания не доверять объектам. Поэтому квартал Р будет построен. Тем более сейчас, что самое главное, еще раз я подчеркну, в Нерюнгре есть еще спрос. Если Колмар не купит, значит другие желающие сейчас новое жилье арендовать, приобрести достаточно. Нам вчера писали, жаловались, кричали, что такое, у нас в Нерюнгре цены как в миллионнике на квартиру, невозможно купить. Ну реально, говорю, если я 5 лет назад за 800 тысяч свою квартиру кое-как скинул там, сейчас за 3 миллиона однушку в Нерюнгре не найдешь. Реально
с этим тоже очень четко столкнулись. Но я и говорю, про это говорю, надо строить, так не строить, так не бояться строить. Они пока еще в парадигме многие живут в прошлом, Что касается игры, ну там на самом деле был вопрос, знаете, очень непростой. Там же все, у нас же федеральное законодательство далеко не безупречно, так? Очень много разных противоречий, разных трактовок тех или иных инструкций. В особенности в том случае, если решение уже будет принято, так? Вытащить разрешительный документ. Мы же и бизнес сейчас очень защищаем, средний. Но вот здесь уже, как говорится, пришлось мне уже рассудить себя в интересах именно жителей нашего поселка Ильинка. А по фонду я понял, я с Щебеняком перевел его. Арсений Сергеевич, здесь у нас сегодня присутствуют наши юные коллеги, корреспонденты. Я хочу им предоставить слово. Гавриил Прокопьев, ученик 8 класса Тюркмельской средней школы. Пожалуйста, твой вопрос. Урматтуулах Арсений Сергеевич, мен Прокопьев Гавриил деймін, Төңірі Ортосқотын Асысқа университетін кәсіптің медиа школа әдер корреспонденті болабын. Бүгінде Жапускайга оғылар спартакиадалары өтілді тұрар. Оғы спорттың білімі оны инке сайтырын әйгі қайдақ күрауды. Спасибо за вопрос. Знаете, конечно, развитие детского спорта для нас это бренд Якутии. Так? Благодаря первому нашему президенту Михаилу Ефимовичу Николаеву у нас появились Дети Азии, которые сегодня стали крупнейшим международным детским спортивным событием на всем азиатском континенте, приобрели уже такую мировую известность. Так? И уверен, в следующем году мы его проведем, эти игры, на самом высоком уровне. Сейчас уже оргкомитет наш начал работать по целому спектру вопросов, начиная от благоустройства, подготовки спортивных объектов, заканчивая уже подготовкой наших сборных команд. У нас 2 сборные команды будут. Соревнования будут идти по 24 видам спорта. Вот вчера я как раз открывал спартакиаду учащихся Якутии, которая с 2017 года у нас в Якутии не проводилась. Вот, мы ее возобновили, сделали ее живой. Это тоже такой важный этап для развития детского спорта, для подготовки наших спортивных талантов. Ну и я вот вчера тоже выступал, говорил, может, знаете, даже дело не в том, станут ли наши участники этих спартакиад, чемпионатов, игр, чемпионами там, Олимпиады, мира, Европы, Азии, хотя, конечно, нам этого очень хочется. Вот, но самое главное, чтобы наши дети были здоровы, чтобы они культивировали здоровый образ жизни, были физически развиты, да, духовно развиты. И с этой точки зрения вот как раз вложение в детский спорт – это тоже вот одни из самых таких важных наших направлений, мы это будем поддерживать. Поэтому желаю тебе успеха, занимайся спортом, занимайся другими видами, так, науками занимайся и развивайся, будь настоящим гражданином своего замечательного села Тюркмель и всего Геленджикского области и нашей республики. Мақтау мен вопрос покидаю. Махталов. Мы ждем от Гавриила, нашего юного коллеги, хороших репортажей. Слово хочу предоставить Олесе Турлаковой, юному корреспонденту в городе Иркутск, Юна Севера. Здравствуйте, Арсений Сергеевич. Я репортер детского издательства «Кискил», Турлакова Олеся, ученица школы номер 5 имени Кривошапкина. Скоро наступит всеми нами любимый и национальный семейный праздник ДСХ. Давайте окунемся в ваше детство и какое у вас самое яркое воспоминание было из ДСХ? Спасибо. Спасибо, Олеся. Очень хороший, добрый вопрос. Я неоднократно про это говорил. Знаете, мы же все, в основной своей массе многие моего возраста из Советского Союза. В то время СССР особо не приветствовался, но в нескольких районах, слава богу, да, он всегда проводился на настоящем уровне, да, в том числе и в моем родном Верхнеуральском районе.
И для меня мое отделение это как раз, когда лето наступает, это обязательно должен быть ИСК. Это когда много гостей, много различных мероприятий. Мой дед Андрей Титаров, он всегда был традиционно до самой смерти человеком, который Верхнеудский СЭХ открывал, он защита СЭХа. И, конечно, я с ним и Верхнеудский, и во многим деревням ездил. Поэтому для меня вот лето – это всегда СЭХ. Поэтому я его очень люблю. И все сделал, чтобы наш СЭХ Туймада здесь, в городе Якутске, стал таким, знаете, самым крупным национальным праздником на территории всей нашей великой страны. Уверен, в такой нашей столице. Спасибо. 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 Я хочу дать возможность Лизе задать вопрос. Журнал «Журфикс». Я новая. После детей, спасибо. Здравствуйте, добрый день уже. Арсений Сергеевич, каким вы видите будущее для своей младшей дочери? В лице Аяны я вижу вообще молодое поколение нашей республики. И мой вопрос связан с обеспокоенностью, которая возникла во время съемок видеопроекта о Кулаковском, где я обнаружила, что у нас есть большие проблемы с сохранением языка и культуры. И вот как наши дети, внуки, достанется ли им вот родной язык, культура, история. У нас, оказывается, даже нет учебника истории. В детских садах, в школах, особенно городских, нет открытой возможности детям, которые учатся в русских классах, ходят в русские группы, нет возможности изучать свой язык. Вот об этом, естественно, и вообще о будущем вашей младшей дочери. Спасибо. Спасибо, Яна. Ну, вы знаете, я, как и любой родитель, наверное, хочу, чтобы мой ребенок был счастлив. Так, здесь я, знаете, абсолютно вот, так же, как и все. Ничего необычного и экстраординарного здесь нет. Но при этом, конечно же, я как глава республики несу ответственность за всех детей нашей Якутии. И считаю, что мы все должны сделать, чтобы они выросли образованными, здоровыми, культурными, чтобы они были патриотами своей родины, своей республики, своей страны. Мы много для этого делаем, будем для этого делать. И, конечно, те вопросы, которые вы подняли, да, они очень важны для нашего общества. Вот это вопросы сохранения родных языков, развития родной культуры. Но вот как раз я, вот отвечая на вопрос Олеси, об этом сказал, если мы будем, вот, мы сейчас уже, раньше мы говорили молодое поколение, сейчас мы уже следующее поколение, постепенно становимся. Если мы будем сохранять свои традиции, если мы будем вкладывать в своих детей это, если мы будем уважать свои традиции, развивать их, то конечно же, и наш язык, наша культура, они будут и дальше передавать. Я вот сейчас встречаюсь часто достаточно с разными категориями нашей молодежи. Вы знаете, есть замечательный проект, в том числе уже для нового цифрового пространства. Ну, вот даже не говоря о языке Саха, по которому проектов масса, это вот сейчас же вот этот проект Аяна, кстати, который вот опрос у нас сделал, по сохранению языков наших малых народов. Это тоже замечательный проект, весь цифровой, и как раз абсолютно вот как раз направлен на развитие даже таких не очень хороших языков. И таких проектов много, слава богу, они появляются в том числе в креативной индустрии. Как раз сейчас же, вы знаете, вот я же тоже общаюсь с людьми многими, да? В мире же сейчас проблема все-таки смысла, проблема сохранения какой-то вот идентичности, интересности, да? И с этой точки зрения Якутия — это уникальный край, где мы можем миру явить вообще разнообразие самых таких интересных, ярких, самобытных культур. И мы этим должны гордиться, мы должны это уважать и должны это продвигать. Спасибо большое. Что касается учебника истории, мы его сейчас делаем. У нас скоро, это очень у нас скоро, вот, я надеюсь, в ближайшее время появится учебник истории Якутии. Вот, он сделан на основе наших академических учебников для вузов. И очень надеюсь, что мы уже в наступающем учебном году учебник этот уже в школу у нас будет.
Это очень хорошо. Вот вы сказали, что у нас строительство школ идет сейчас большими высокими темпами, это радует. Вот как сделать так, чтобы в этих школах все-таки была возможность какая-то факультативная хотя бы, да, давать якутский язык? Я сейчас решение точно вам не озвучу, но как идею я дал своим коллегам проработать, это правительство сейчас занимается, чтобы с 2025 года в наших школах обязательно был класс на якутском языке. Так, на всех. Потому что все же это так довольно уже школам и так далее. Вот, мы должны сделать, чтобы это было уже в школах классы были, но и факультативное обучение, оно тоже было возможным для любого. Спасибо большое. Я вот раз уж дорвалась до микрофона, просто в качестве... У меня просьба, посмотрите, пожалуйста, видеоцикл о Кулаковском и выскажите свои мнения. Спасибо. Коллеги, когда мы готовили пресс-конференцию, мы собирали вопросы и от наших районных газет. Спасибо большое Мусмедиа, в этом помогли. И многие вопросы, конечно, повторяются, но, Арсений Сергеевич, я один отметил, газеты «Алюпма», столетию Якутской ССР, город Якутск был обеспечен новыми красными автобусами. Имеется ли возможность распространить эту программу на улице, например, Алюпминске? Насчет света точно говорить не буду, да? Будут не красные. Но то, что программа будет продолжена в этом году, это факт. Мы сейчас, благодаря поддержке Юрия Петровича Труднева, благодаря поддержке Мараши Геннадьевича Костуна, на 400 миллионов сейчас получаем средства тоже по линии специального казначейского кредита. И они будут распределены, в том числе и в первую очередь на покупку автобусов для общественного транспорта. И в том числе, я помню, в списке у нас город Рыбус тоже фигурирует. Сколько там их сейчас, например, 4 или 5 автобусов. Очень много автобусов находится. Спасибо. Диана Стручкова, Сахапечать, пожалуйста, ваш вопрос. Добрый день, коллеги. Спасибо, Семен Иванович, что хотя бы один вопрос прозвучал от наших районов. Да? Я бы хотела, чтобы, наверное, у нас при присутствии моих коллег, наверное, стало бы больше. Да? То есть у нас 34 главных редакторов, соответственно, журналистов. Давайте мы отдельно для ваших газет сделаем. Спасибо, вот к чему я и хотела. А просто Трофима мы точно не дождетесь, так? Спасибо. У нас как раз будет проходить семинар, на который мы собираемся всем коллективом, все редактора. У нас вот ближе ко дню национальной печати. Спасибо, вот, Арсений Сергеевич, за этот день, за то, что мы можем именно за печать и СМИ на якутском на родном языке развивать и идти дальше. Но мен итеген хахалы берехтен бар, береген бу судургута оккенне береги көн туттар жамбон тухуна деген тарпы интеллигенция опсенен нороту төмер күстер бу күспек болнагайды береген манна төмсер кендере келе бала манна кайдак 90-га. Спасибо за вопрос. Вы знаете, я все-таки его шире отвечу, нежели чем он был сформулирован. Это же вопрос не только там духовного объединения и так далее. Коллеги, вот вы сегодня вопросы никто не задал, хотя я думаю, что кто-нибудь все-таки задаст. Мы же сегодня с вами находимся в условиях практически, даже уж что не то, что не объявлены, да, практически объявлены нам войны со стороны западных стран. Так, уже эти российские акты, уже и на территории страны прямо объявляется, что цель стоит уже не просто там поддержки Украины, а расчленения России. И, конечно, в этих условиях нам, как, наверное, уже как никогда ранее, нужно объединяться. Потому что любое разъединение в нынешних условиях это чревато страшными последствиями. И мы здесь должны объединиться ради того, чтобы победить. Многие еще до конца этого не понимают, я встречаюсь, разговариваю, мне напишут, зачем нам это надо, кого, для чего и так далее.
Друзья, наши ребята, сейчас на переговоры, они воюют за нас с вами. За то, чтобы мы с вами могли вот такие пресс-конференции проводить, говорить о развитии искусства, культуры, спорта, детства. Если ребята наши не достигнут цели, так, то, конечно, это будет крайне плохо. Но мы в это не верим, мы верим, мы знаем, что мы обязательно победим. Вот. И вот для этого нам здесь нужно быть единым. Знаете, мы, в особенности в нашей республике, люди такие, что по любому поводу готовы, там, знаете, делиться на бесконечное количество частей. Так? Спорить там, до хрипоты, до этого, по абсолютно ненужным, несущественным вопросам. Сейчас точно нет времени. Мы должны идти вперед и не бояться ничего, да? Но нас вот всех должны скопить наши традиционные ценности. И я считаю, что в республике мы в правильном направлении идем, но здесь, конечно, надо все-таки еще теснее наплыть, еще больше сплотиться, так? А просто, знаете, мелкие наносные вещи и объединиться на самом деле вокруг наших главных ценностей. И у нас в стране, вот если все регионы так сделают, будет лучше, и победа придет к нам быстрее. Вот так. Раз вы эту тему затронули, действительно для всех нас очень мега актуальную. В меру своих возможностей многие жители республики участвуют в этом и словом, и делом, и рублем, так сказать. Но о том, что вы делаете, все коллеги знают, и на уровне поддержки семей, тех, кто сейчас защищает Родину, и обеспечения, мы все знаем, как вы часто организуете такие мероприятия, что большой волонтерский штаб работает, и то, что всемирная поддержка имеется лично от нашей страны. Но очень много зависит еще от муниципалитетов, потому что дома остались те, кто верит и ждет наших бойцов. И вот конкретный случай Очеченко 1/2 проживает в маленьком малоквартирном 14 всего квартир доме, две семьи, которые сегодня, одна молодая семья, которая врач-хирург, отец молодой уехал на свод, и сын, фамилии нельзя, мне сказали, называть их, да? Мама осталась в этом доме, и благоустройство у них хромает в этом доме, Очеченко 1/1. И для того, чтобы это организовать, жилкомсервис выставил счет 22 миллиона. И одна управляющая компания, конечно, с этим не справится. И вот конкретными, из таких конкретных вопросов и дел состоит наша реальная помощь тем, кто сегодня на передовой. Арсений Сергеевич, помогите, пожалуйста, решить этот вопрос, потому что с муниципалитетом очень сложно. Хорошо, мои коллеги, вы мне потом напишите, как я разберусь. Здесь я что хочу сказать. Мы должны здесь на местах, конечно, полную всемирную поддержку нашим военнослужащим, семьям военнослужащих оказывать. Так, здесь никаких там не может быть пробуксовок, никакого бюрократизма, скажем так, ну и никакого закрачивания вопроса. Я разберусь, но думаю, что мы решим вопросы эти. Но, вы знаете, я вот, кстати говоря, хочу отметить, что я по всем районам уже всегда встречаюсь с семьями военнослужащих, ну, практически нигде особо жалоб нет. Все чувствуют заботу близких, родных, коллег по работе, муниципалитета. В этой части мне особо таких претензий нет. Ну, конечно, есть какие-то тяжелые вопросы, в том числе связанные с жилищными условиями. Не всегда это получается быстро решить, особенно здесь в городе. Но уверен, мы с Евгением Николаевичем решение. Я хочу вот сейчас дать возможность вопроса Михаилу Горохову, в смысле правды Якутии. Арсений Сергеевич, здравствуйте. Я хотел бы спросить вас про фильм, про который говорили ранее. Помните, вы говорили про фильм, который Якутия совместно с ДНР планирует снимать, вроде бы готов сценарий, и съемки должны были начаться этим летом. И вы можете сняться в этом фильме, ну, если вас попросили, скажем, в роли самого себя. Спасибо. Миша, ты всегда задаешь такие интересные вопросы.
Вот мы тогда озвучили как раз предложение о том, что вот у нас уже такая идея родилась о физмете фильма. Я не ожидал реакции, знаете, вот такой положительной со стороны кинематографического сообщества. Сегодня уже несколько проектов, которые на эту тему, причем уже и не только с участием наших артистов, да, а уже с участием российских артистов выходят, других новых регионов выходят, да, предлагают, а почему только Донецкая Народная Республика, давайте у нас проект, так, мы тоже готовы участвовать. И мы, конечно, у меня подход такой, ребята, делайте, ну, я туда вообще не лезу, сценарии какие, ну, просто синопсис показывайте, так, и делайте проекты. Мы по мере возможности их поддержим. И слава богу, еще раз говорю, сейчас уже не только мы, но и другие регионы готовы в этих вопросах соучаствовать. Я вообще считаю, что пора уже начинать снимать и художественные фильмы, как я про это говорю, про это слово, потому что на той стороне-то они, видите, с точки зрения информационных технологий, пропагандистской работы, конечно, они оснащены гораздо лучше нас. Так, они со смыслом это давно научились работать. И работать западные идеологии все. Мы пока только учимся. Но надо учиться и становиться лучше. Поэтому фильм обязательно появится. Мы готовим. Что касается предложения сняться, я наши кинематографисты время от времени поддерживал, знаете, в своей роли мэра, по крайней мере, я снимался. Так что здесь предложение в роли головы сняться, снимусь. Спасибо. Юлия Филиппова, Улусмедиа, пожалуйста. Добрый день. У меня такой вопрос, точнее вопрос от районных редакций. С 2018 года вы много ездили по районам республики. Какая поездка произвела самое позитивное и, возможно, самое негативное впечатление? Ну, наверное, начну с самого такого, я бы не сказал негативное, да, я скажу, наверное, самое такое тяжелое впечатление, это моя первая поездка в Нюрнберг. Я честно говорю, я не ожидал, что здравоохранение Нюрнберга, оно в таком удручающем состоянии будет, когда лето 2018 года. Вот. Ну и вот с тех пор я постоянно занимаюсь в том числе и вопросами, чтобы у нас медицина там становилась лучше. Оборудование покупалось, ремонты шли. Не скажу, что мы все сделали, так, но по крайней мере, когда там точно есть, детская поликлиника, например, мы всем показываем, вот это вот, все другие объекты будут такими же. Да? Я уверен, что так оно будет. Ну и это совсем другой по сравнению с 2018 годом. Что касается позитивно, знаете, любая поездка позитивна, но вот я, опять же, с учетом того, как все поменялось в жизни, вот, мне сейчас, знаете, очень приятно в Арктический район наш поезжать, потому что видна очень четкая динамика, как это было в 2018 году и что стало сейчас в 2023 году. Да? Оленевский район, там, Анадырский, я про них даже не говорю, я не лидер вообще по республике, наверное, по изменению. Ну и другие, наверное, вот тот же Алайховский я сказал, вроде бы самый у нас был такой депрессивный, но при всем при этом очень хорошая, понятная динамика. Поэтому вот так. Спасибо. Алексей Яровиков, пожалуйста, Сахапресс. Добрый день. Александр Сергеевич, вы очень несколько упомянули о том, что о безумных санкциях Запада. Вот в связи с этим вопрос, как республики противостоят этим санкциям и какая работа ведется в области импорта замещения? Спасибо. Алексей, ты прямо как шпион вопрос задал, так? Знаете, я здесь, наверное, все-таки общими словами отвечу, но в частности не буду уходить. Наш лучший ответ санкциям – вот наши цифры, вот нашего развития. За прошлый год у нас на 8% промышленный рост. Вот в этом году небольшой, но все равно рост есть, да, по промышленности. Показатели валового регионального продукта в прошлом году по Якутии рекордный, почти 2 триллиона рублей. Вот, но он считается долго, может быть даже за 2 триллиона. Вот, экономика растет, рекорды установлены по добыче всех полезных ископаемых, по алмазам стабильная ситуация тоже. Вот, несмотря на все эти санкции, опять же, да, мы все по ОСЕ, все социальные обязательства, все обязательства по бюджету выполнены.
Поэтому, конечно, я не скажу, что просто, проблем масса разных самых, да, но мы их успешно решаем и будем дальше еще успешно решать, и уверен, мы выйдем из этой ситуации еще более. Сергей, пожалуйста, вопрос. Ну, один вопрос более-менее серьезный. Это собачий законопроект, да? Где, не кажется ли вам это подстава со стороны депутатов, чтобы вы, как глава, вообще как региональные власти, будете принимать решения о том, стоит ли усыплять, не усыплять? Как вы вообще к этому относитесь? Какие решения вы будете принимать в этом плане по собакам, если этот законопроект все-таки устоится в данной форме? Ну и два буквально очень коротких ответа. Вы сказали об экологической культуре, которая растет. Ну, все мы видели, вы, наверное, тоже видео из Мирного, где директор МРТК выбрасывает в лес мусор наглую, и он является победителем прайма ЗАИР. Здесь уже как главе, как секретарю какие-то санкции будут применены. И 11 сентября у вас произойдет конференция по выдвижению вас в том числе. Будут ли там другие кандидаты? Спасибо. 11 июня. Спасибо, Сергей, за вопросы. По собакам. Решение здесь, коллеги, если в том случае, если закон будет изменен, полномочия будут отданы регионам, то, конечно, решение будет приниматься на основе закона. Закон будет приниматься государственным собранием. Вчера вот как раз парламентская здесь у нас ассоциация прошла, дальневосточных всех регионов с участием руководителей парламента всех. Этот вопрос достаточно глубоко обсуждался, есть разные мнения, но у всех, оно, знаете, вот сквозит самое главное, да, то, что я тоже абсолютно поддержу. Приоритет человеческой жизни и человеческого здоровья – это бесспорно, это даже не обсуждается. Вот на все нюансы уже можно там смотреть, да, и обсуждать, и решение принимать. Здесь в любом случае решение будет приниматься после широкой общественной дискуссии. Еще раз говорю, самые разные мнения есть, вот, но еще раз говорю, мы должны в первую очередь все-таки жизнь людей, наших детей, вот, пожилого нашего поколения, в первую очередь сохранять их. Это что касается безнадзорного животных. Что касается мусора, мы, конечно, все такие случаи рассматриваем. Я считаю, что порицание мы сделаем, так, разобравшись, что же там это все будет. Что касается конференции, то у нас конференция, да, 11 будет, выдвижение будет. Ну, насколько как я понимаю, там по всем процедурам у нас эти голосования идет на основе альтернативного голосования. Альтернативного? Альтернативного. Это у нас требование нашего устава. Спасибо. Виктор Кольцев, пожалуйста, Сахалине. День добрый, Алексей Сергеевич, уважаемые коллеги. У меня вопрос такой. Значит, конечно, последние 5 лет у нас были довольно-таки непростыми. Это так называемые последние за многие лет радикализации нашей природы, климата, в связи с этим пожары, потом ковид, сейчас вот все, что связано со СВО. Сегодня у нас прошло 5 лет, совсем другие условия, совсем другая работа. Значит, да, вот смотрите, Алексей Сергеевич, вот как вот вы сейчас в связи с этим, значит, каким посылом работаете, идете, значит, как мотивируете своих, значит, подчиненных людей вокруг вас, что вы им говорите? Спасибо. Спасибо, Виктор Михайлович. Ну, конечно, когда в 2018 году я избирался, никто, наверное, из всех сидящих здесь, да, вообще в мире, наверное, не могли предугадать тех событий, которые будут. Это и страшная пандемия ковида, да. Кстати, из нее мы вышли очень достойно. Вот еще раз хотел бы поблагодарить все наши структуры, которые боролись с ковидом, и медиков, и Роспотребнадзор, и правоохранительные органы, муниципалитеты, волонтеры всех наших. Да. Я в самом начале, если кто подзабыл, могу еще раз напомнить, я с самого начала говорил, что о нашей работе в период ковида будут судить, сколько человек погибло. Других критериев не будет. Когда люди говорят, да нет, наверняка там на другого, так, третье, четвертое. Вот сейчас прошло все, и все оценивают это все. Сколько человек от ковида в той или иной стране погибло, в той или ином регионе. Да? Мы 81 место по смертности, одно из самых последних стран.
Это вот лучший показатель, другого быть не может. Значит, мы все делали, ну, насколько это возможно в таких ситуациях. Может быть, тяжело порой, да, может быть, там с какими-то ошибками, с руганью, да, порой, да, со стучанием кулаками и так далее, но мы это сделали. Да, и я считаю, что вышли из ситуации достойно. Конечно, и лесные пожары нас очень многому научили. Как можно ли было противостоять этим пожарам в тех условиях именно так, как нам хотелось? Может быть, лучше что-то могло получиться, да, но реально в тех условиях, я считаю, мы сделали самое главное. Мы не допустили переноса пожаров на массовом населенном пункте. 47 раз пожар был на расстоянии 100-200 метров от населенного пункта. Это по меркам лесных пожаров это вообще ничего. И мы 47 раз отстояли, вот один раз без пюли мы не смогли оказаться. Ну, еще раз говорю, мы зато быстро восстановили. И самое главное, человеческих жертв у нас практически не было допущено. Один погиб человек, который участвовал в тушении. Ну, а вы же сейчас знаете, сколько у нас за этот сезон уже по стране, если не ошибаюсь, свыше 500 животных уже с начала пожарного сезона. Конечно, и мы сделали выводы, 21 год у нас прошел на совсем другом уровне. Ну и спецоперации, конечно, точно об этом, наверное, ни один человек не думал. Но еще раз говорю, Якутия тоже здесь с точки зрения поддержки своих военнослужащих, с поддержки семей военнослужащих, ну и обеспечения главной нашей задачи как региона, как обеспечение экономического тыла, о чем мы с президентом говорили, мы выглядим тоже особенно. Конечно, дальше работать задач у нас много, самых разных задач, самых разных подходов. И вы знаешь, я бы не стал тут делать там членов команды и так далее, там, как мотивируешь. Я бы хотел, наверное, ко всем нам обратиться, да, там я разговаривал про это. Знаете, надо работать под лозунгом, который вот всех нас объединяет. Так? Наверное, это был бы такой лозунг, как, ну, вместе только вперед. У меня был лозунг Якутия вперед, да, ну вот сейчас надо вот еще раз усилить его вместе только вперед. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Thank you.